Здравствуйте, в эфире программа «Акцент», в студии Артемий Грошев. И сегодня у нас в гостях министр спорта Якутии Иннокентий Юрьевич Григорьев. Иннокентий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какова стадия готовности к проведению чемпионата мира по масс-рестлингу в Якутске? Какие поединки могут вызвать наибольший интерес у зрителей? Насколько сильны сейчас позиции масс-рестлинга в мировом масштабе и каковы его дальнейшие перспективы? Ответы на эти и другие вопросы найдете в этом выпуске «Акцент». Расскажите, пожалуйста, как сейчас завершается подготовка к чемпионату мира по масс-рестлингу? И все ли готово уже на 100%? Ну, наверное, надо сказать, что мы практически готовы на 100%. 24-25 ноября в городе Якутске состоится 3-й чемпионат мира по масс-рестлингу. Он пройдет в спортивном комплексе «Триумф», Центр спортивной подготовки. Начало соревнований у нас предполагается с 9 часов утра. Соревнования будут проходить с обеденным перерывом с часу до 2. У нас предварительные соревнования с утра и полуфинальные схватки будут после обеда. В общем-то, так будет 2 дня, но первый день у нас будет с 2 часов 30 минут торжественное открытие. Но, пользуясь случаем, я хочу пригласить жителей и гостей города Якутска, жителей, гостей республики, посмотреть на очень интересные поединки. У нас будет участвовать примерно 40 стран. 39 стран уже купили билеты. Практически они уже все по пути в Якутии. Например, на сегодня мы уже имеем более 70 спортсменов в городе Якутске из 13 стран. Но остальные уже тоже добираются до Якутска. Так что, значит, готовность, скажем, номер 1. Практически все готово. Идут генеральные репетиции, подготовка объектов, аккредитация спортсменов, мандатная комиссия. Так, тренировочный процесс и мандатная комиссия до 23 числа будет проходить в спорткомплексе «Мадун». Значит, в нашем центре национального вида спорта. Мы там покажем, как занимаются наши дети, покажем наш объект, покажем, какие у нас есть тренажеры и так далее. В общем, для гостей это будет, думаю, интересно. Касаемо, допустим, турнира предыдущего года. Предыдущий чемпионат мира по масс-рестлингу был в Кыргызстане в 2016 году. И хотелось бы узнать, насколько расширился масштаб по сравнению с прошлым годом и насколько увеличилось число участников, спортсменов. Так, у нас первый чемпионат мира по весовым категориям прошел в городе Якутске в 2014 году. Это был очень большой тоже масштабный праздник. Приняло участие 35 стран. 144 спортсмена соревновались в 12 весовых категориях. Очередной чемпионат у нас прошел в 2016 году в Кыргызстане, как вы отметили, во время проведения Всемирных игр кочевников. Соревнования тоже прошли на очень высоком организационном уровне. Было очень много гостей по играм кочевников. В принципе, самое большое количество, конечно, участников было по нашему виду спорта. Это 32 страны было. А в целом, конечно, на играх кочевника принимало участие более 70 стран мира. Так, и кыргызская сторона тогда привлекла к спонсорству турецкой авиалинии, и все авиабилеты для участников были оплачены организаторами. И поэтому участников было много, и 191 участник соревновались также в 12 весовых категориях. И, в принципе, медали уехали так же, как и на первом чемпионате мира. 14 стран с собой увезли медали чемпионата. На первом чемпионате 15 стран увезли с собой. Как говорится, примерно одинаково было, да? Так, и третий чемпионат мира мы заявочную кампанию, когда проводили, 55 стран изъявило принять участие, но в силу тех или иных причин кто-то визу не смог получить, у кого-то не получилось со спонсорами, потому что сейчас все идут за свой счет. И у нас сегодня мы имеем в активе 40 стран. Как я уже сказал, 39 стран уже купили билеты. Сегодня визовые процедуры должна пройти команда Объединенных Арабских Эмиратов. Да, под вопросом еще она, да, получается? Просто под вопросом, сколько человек оттуда приедет. У них притык там получается, это была на самом-то деле самая многочисленная команда, делегация. 20 человек собирались оттуда.
из Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, я думаю, если не все, то энное количество, меньше 20 человек мы будем иметь на третьем чемпионате мира. Мгм. А если говорить о российской команде, вот, насколько я знаю, 12 чемпионов России этого года примут участие в чемпионате мира по масс-рестлингу. И среди общего количества участников российской команды 90% это спортсмены из Якутии. И в этой связи какие у нас шансы завоевать медали? Ну, ваш краткий прогноз. Так, ну, действительно, сборная Российской Федерации составляется по итогам чемпионата Российской Федерации. И первые номера, это чемпионы страны, будут представлять Россию на чемпионате мира. Вы правильно сказали, да, из 12 человек 10 это якутяне. Катерина Кочекосова из Кабардино-Балкарии и Иван Галкин из Калуги. Вот два, как говорится, не якутянина, которые в составе сборной России. Ну, состав очень у нас такой сбалансированный, сильный, как говорится, все фавориты. Но, тем не менее, будут очень интересные поединки, потому что зарубежные спортсмены, как говорится, прибавляют не по дням, а по часам. Потому что физические качества и все остальное у них есть, не хватает только техники. Вот и за последние годы, вот я, насколько сам замечаю, у них очень в техническом плане есть большая прибавка. Есть очень хорошая тактическая подготовка, ну, посредством интернет-связи, видеокамер, телефон и так далее, гаджетов. Сейчас все снимают, очень детально анализируют. Ну, тут получается такая ситуация, что наша команда на виду, и на них все равняются и на них все готовятся. Очень сильная подготовленная команда у нас Соединенных Штатов Америки, команда Кыргызстана, команда Венгрии вот, на чемпионате Европы не очень неплохо выступила, очень сильная команда Азербайджана. Ну, в принципе, я могу сказать, что проходных поединков не будет, особенно среди женщин. И я думаю, очень интересные будут поединки вот в первой половине дня. До финала, конечно, идут сильнейшие, но в первой половине дня встретятся по воле жребия, могут встретиться и самые сильные друг с другом. И один из них может из фаворитов не попасть на финальную часть. Поэтому будет очень интересно. Но я думаю, сегодняшнее состояние масс-рестлинга в мире показывает и доказывает, что вид спорта очень сильно развивается. И есть очень много интересных спортсменов, которых называют «темная лошадка». Ну, и среди них, я думаю, в Якутии, ну вот на чемпионате мира мы тоже увидим таких спортсменов. То есть новые звезды появятся? Да, я думаю, обязательно появятся, но это будут особенно, наверное, еще раз хочу подчеркнуть, это среди женщин. Но если среди мужчин, как говорится, действительно фаворит — это наша сборная страны, но среди женщин тут очень сложно предугадать победителя. Есть очень сильные тяжеловесные спортсменки из Финляндии, вот американские спортсменки, венгерские спортсменки очень сильные, вот Азербайджан очень сильный, Кыргызстан вообще очень сильно поднялся, значит, за последние годы. У них уже в каждой области имеется федерация, у них в городах, селах и так далее, на национальных праздниках, ну, практически как у нас, очень много соревновательной части и тренировочной части, которые вот как-то идет совокупность и дает очень развитие в стране. Можно только порадоваться за них, например. Да. Ну и завершающий вопрос на сегодня. То есть как вы сейчас оцениваете позиции масс-рестлинга в общемировом масштабе? И какие шаги планируется предприниматься для дальнейшего продвижения имиджа данного вида спорта? Так, ну, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что это один из самых таких динамично развивающихся видов спорта сегодня в мире, масс-рестлинг. Он привлекает своей простотой и доступностью, очень простые, четкие, ясные правила. Вот это, по-моему, прельщает многих. Это первое. Ну и второе, я думаю, это то, что у каждого народа, наверное, мне кажется, были такие виды спорта похожие по перетягиванию палки. Да? Вот многие страны сегодня находят в своих корнях, в своих традиционных играх похожие виды спорта, и это где-то как генетическая память, по-моему, срабатывает, и все очень быстро прикипают к этому виду спорта. Ну и третье, то, что многие спортсмены с любого вида спорта могут спокойно перейти к этому виду спорта, особенно, скажем, с тяжелоатлетических видов спорта, с пауэрлифтинга, с армрестлинга,
Тут именно от тех видов спорта, где соперником была штанга или тяжести, стрongмен, например, да, тут у тебя появляется спортсмен, который не касается тебя, посредством палки вы выясняете силу. Поэтому вот это тоже какой-то новый такой аспект, интересующий. Ну и четвертый, наверное, мне кажется, он очень доступный в плане вот передачи информации, телегеничный, телевизионный вид спорта. Поэтому вот одно из, скажем, как говорится, телефоном можно снять и со всеми поделиться. Вот, ну, вот такой интерес он вызывает, и поэтому так широко распространяется. Ну, для его большего развития мы, конечно, в рамках чемпионата мира проводим протокольные мероприятия. В первую очередь это у нас президиум и конгресс Международной федерации масс-рейсинга, который определит пути дальнейшего развития масс-рейсинга, определит календарный план на следующий год, определит изменения в правилах, ну и примет ряд важных документов, которые должны сыграть определенную роль в развитии масс-рейсинга. Ну и самое главное, у нас пройдет два тоже очень интересных события, связанные с наукой. Это Международная научно-практическая конференция 23 числа пройдет в культурном центре Северного Восточного федерального университета. У нас приехали, ну, сегодня мы встретили уже ведущих ученых частично, некоторые завтра приедут, и у нас будет очень такая, скажем, научная атака на развитие масс-рейсинга. Будем привлекать сильнейших ученых мира со всех стран, развивать, скажем, новую целину научного поприща по направлению развития масс-рейсинга. Будет фундаментальная наука подключаться. Сегодня нашими институтами Северо-Восточного федерального университета, Институт физкультуры и спорта, Чурапчинский государственный институт физкультуры провели достаточно большую работу. Рассмотрим эти работы, поделятся своим опытом. Также будет выставка новых изобретений в этой области, скажем, да. Все это будет выставлено, посмотрят. Ну, я думаю, это тоже поможет развитию науки. Ну и второе мероприятие 23 ноября, это у нас пройдет круглый стол. Это будут рассмотрены правовые аспекты развития масс-рейсинга. Наше государственное собрание «Ультимен» подключается к этому международному событию и в рамках своего регламентного круглого стола рассмотрят, какие же нужны сейчас правовые основы, аспекты, законодательные аспекты для развития и поддержки развития масс-рейсинга не только в нашей республике, но и в стране в целом Российской Федерации и в мировом пространстве. Я думаю, это очень такое веское, хорошее направление развития масс-рейсинга. Но это, я думаю, позволит нам определить программное развитие масс-рейсинга в мире. Но в первую очередь мы должны, конечно, развивать наши республики. Благо для этого мы в прошлом году, прошлый созыв Государственного собрания «Ультимен» принял закон о развитии национальных видов спорта. Он сегодня уже служит развитию не только масс-рейсинга, но и национальных видов спорта. Поэтому ожидаем тоже такой законодательный всплеск развития масс-рейсинга. Я думаю, правительство тоже поддержит нас, рассмотрит включение или принятие новой отдельной программы развития масс-рейсинга. Но если вообще так посмотреть, я думаю, для Якутии масс-рейсинг может дать очень много. Это как инвестиционный потенциал нашей республики, потому что вокруг любого вида спорта развивается индустрия спорта. Вот эту индустрию мы должны как бы начинать производить в нашей республике, как родина масс-рейсинга. И я думаю, если это получится, то наши якутяне будут обеспечены, предприниматели какой-то работой, население тоже может быть заинтересовано. Ну и самое главное, я думаю, для нашей молодежи, для наших школьников, для будущего нашего народа появится социальный лифт, определенное направление для развития. Это работать менеджерами, работать тренерами, выступать спортсменами, продвигать нашу республику, страну на других континентах. Но я хочу отметить, кстати говоря, у нас будут представлены все континенты на этом чемпионате мира. Я думаю, это очень большое достижение и продвижение имиджа нашей республики и наших традиционных видов спорта. Так, обращаясь к жителям и гостям города Якутска, я хочу обратиться с приглашением посетить чемпионат мира в Центре спортивной подготовки 24 и 25 ноября с 9 часов утра. Билеты продаются у нас в кассах «Триумфа», спортивного комплекса «Мадун», 50 лет Победы и ТРК «Туймада». Билеты стоят на день 800 и 1200 рублей.
в зависимости от посадочного места. Министерство культуры о звук и свет готовит очень театрализованное красочное представление, которое называется «Лед и пламя». Будет много звука, много света и интересный выход. Я думаю, вот всем будет интересно. Я могу сказать, ну, как бы изюминки такого большого количества LED-экранов в Якутии еще не использовалось. Будет в Триумфе их изобилие, всем будет очень удобно, и будут музыкальные и картинные, вот, телевизионное сопровождение чемпионата. Я думаю, это будет праздник спорта. Я, пользуясь случаем, приглашаю всех якутян, всех гостей, любителей спорта «Триумф» 24 и 25 ноября. Хорошо, Иннокентий Юрьевич, спасибо вам за интересную беседу. С вами была программа «Акцент». До новых встреч.